Ну, а теперь давайте я вам расскажу, как заучивать. Начинайте учить, сначала заучите первый такт. Только после того, как вы твердо усвоили первый такт, переходите ко второму. Ну, например, вы сыграли первый такт, допустим, да, выучили вот раз, и, два, и, три, и, четыре, и. Вот. После того, как заучили первый такт, заучивайте второй. Второй он звучит таким образом. Раз, и, два, и, три, и, четыре, и. Предположим, вы выучили второй такт, и тогда соединяйте первый такт со вторым. Ну, это должно получиться так. Раз, и, два, и, три, и, четыре, и, раз, и, два, и, три, и, четыре, и. Заучите первый, второй такт, чтобы вы не путались, и только после этого приступайте к третьему такту, то есть изучайте только третий такт. Он звучит таким образом. Раз, и, два, и, три, и, четыре, и. Предположим, вы выучили очень хорошо третий такт, и теперь соединяйте первый, второй и третий, уже вместе играете. И оно звучать должно таким образом. Раз, и, два, и, три, и, четыре, и, раз, и, два, и, три, и, четыре, и, раз, и, два, и, три, и, четыре, и. Вот. Вы теперь соединили первый, второй, третий такты, и только после этого изучайте четвертый теперь такт. Раз, и, два, и, три, и, четыре, и. Это был четвертый, последний такт. После того, как вы точно играете и не сомневаетесь в том, что вы играете правильно, четвертый такт соединяйте с предыдущими уже тремя. И у вас тогда получится цельная игра. Вот таким постепенным образом вы заучиваете все произведение. Сначала вы учите очень хорошо первый, потом второй, потом их соедините, потом заучите третий, опять соедините с первым, вторым, у вас получится 3 такта, ну и четвертый завершаете. Ну вот цельная игра у вас должна получиться таким образом. Вот что у вас должно получиться. Ну, на следующем уроке мы будем изучать слова к этим мелодиям, поэтому чем быстрее вы заучите эту мелодию, и также вы успешнее будете продвигаться дальше. Желаю вам всего хорошего, успехов!